Не думал, что на продаже автомобилей я смогу потерять деньги, хотя хотел наоборот приобрести. Кто-то теряет, а кто-то находит. Это как раз про Ивана. За секунду молодого человека обокрали на 3000 рублей. Недавно он продал машину через сайт бесплатных объявлений, а спустя неделю ему поступает звонок. Якобы от того самого нового владельца авто. За обнаруженные неполадки в двигателе мошенник начал просить 50 000 рублей. После неудачной попытки развести парня к разговору подключился уже напарник. Якобы дядя уже оказывал более весомое давление, уже начал грубить и угрожать всяческими расправами, даже так. То, что сейчас приедет в город, поговорит со мной по-другому, позовет свою братву. В какой-то момент мои нервы просто сдали, я решил договориться о том, что я не заплачу ту сумму, которую вы хотели от меня получить, я заплачу намного меньше, и договориться на 3000. Только после перевода средств на указанные реквизиты молодой человек понял, что попал в руки мошенников, и обратился в полицию. Но если одни отделались от воришек 3000, по карману других ударили уже сотнями тысяч рублей. Так, неделю назад в Казани задержали группировку мошенников из Нижневартовска. Молодые люди приехали в столицу республики на заработки, а в результате смогли нажиться на чужом горе. Заработок составил 5 миллионов рублей. Задержать аферистов смогли сотрудники управления уголовного розыска МВД по Татарстану совместно с коллегами из Красноярска. Зацепку дала пенсионерка. У нее мошенники вымогали деньги за внука, который якобы стал виновником ДТП. Испугавшись за жизнь близкого человека, потерпевшая собрала все сбережения и перевела их злоумышленнику. Только после этого пенсионерка созвонилась с внуком и убедилась, что с ним все в порядке. Установлено, что фигуранты причастны еще к 31 подобной афере. Только за прошедшие 2 месяца в руки мошенников попались 1175 татарстанцев. Почти у 900 украли деньги с банковских карт. Сотрудники МВД успевают раскрыть дело за неделю. Некоторые тянутся месяцами. У нас в последнее время участилось преступление, связанное именно, как бы все знают, с службой безопасности банка. Ну, как бы под шумок мошенники и как раз уже меняют тактику и людей, введя в заблуждение, начинают у них, то есть, просить, чтобы они открыли там депозитные счета какие-то на своих лицевых счетах, то есть дали допуск к своим онлайн-банкам. И где, соответственно, либо сами потерпевшие делают заявку под диктовку самих мошенников. И здесь важно помнить простые и знакомые всем правила. Ни в коем случае не сообщайте посторонним код с обратной стороны карты, пин-код или данные из СМС от банка. Это конфиденциальная информация. По закону банк обязан вернуть вам деньги, если хищение денежных средств произошло не по вашей вине. Если деньги все-таки списаны со счета без вашего согласия, вам необходимо тут же позвонить в банк, заблокировать карту, сообщить о мошеннической операции. После этого нужно в банке написать заявление о вашем несогласии с данной операцией и обратиться в правоохранительные органы. Но при этом нужно понимать, что если вы сами сообщили необходимые данные мошеннику, то тут банк уже вам вернуть ничего не сможет. Мошенники активно обитают на сайтах бесплатных объявлений. Люди попадаются и на ложные рассылки от госуслуг, покупают страховку от ковид и ловят вирусы при скачивании видеоигр. Если в пандемии раскрывать удавалось каждое 10-е преступление, теперь каждое 5-е. Сейчас Татарстан по числу задержанных мошенников на 2-м месте. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.